Китайское правительство, заключившее миллионы уйгуров в лагеря, считает, что мировое сообщество должно быть благодарно Китаю за его старания. Официальный Пекин, утверждающий, что его действия в Восточном Туркестане, которые правозащитные организации считают ассимиляцией и геноцидом, не что иное, как борьба с терроризмом и экстремизмом. Власти Китая уверены, что вместо критики весь мир должен поддержать их. Давление китайских властей на уйгуров увеличивается и за пределами Восточного Туркестана. Начались аресты уйгуров и в других городах Китая. Первая волна задержаний мусульман прошла в Пекине. Стало известно, что была собрана и сожжена исламская литература и закрыты школы. По сообщениям турецкой газеты «Новая эра», Китай, продолжающий репрессировать уйгуров, всячески препятствует распространению информации, поступающей из Восточного Туркестана. В Китае был остановлен прямой эфир BBC, в котором затрагивался вопрос лагерей. Несмотря на цензуру, корреспонденту BBC Стивену Макдоналлу удалось записать видео о нарушениях прав человека в Восточном Туркестане. В то время как кризис в Венесуэле продолжается, министр иностранных дел США Майк Помпео сделал заявление о Николасе Мадуро. По его словам, у Мадуро остались считанные дни. Помпео подчеркнул, что народ Венесуэлы нуждается в демократии и гуманитарной помощи. Он заверил, что единственной целью США является установление демократии в Венесуэле. Ранее переговоры о перемирии между Афганистаном, США и Талибан переросли в военный конфликт, в результате которого погибло много граждан. В докладе афганской миссии ООН указывается, что в 2018 году число жертв среди мирного населения достигло 3804 человек. Это самое большое количество с начала войны 2001 года. Следует особо отметить, что среди погибших было 927 детей.